В Якутске стартовал эко-марафон. Теперь школьники будут собирать мусор раздельно. Сегодня во всем мире отмечают День воды. В столице республики прошла ежегодная акция «Аэрация озера Сайсары». В Алдане в это воскресенье состоится премьера спектакля «Под одним дождем». Постановка рассказывает о жизни подростков. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность получения второй пенсии отдельными категориями граждан. В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые уже имеют право на одновременное получение двух пенсий. Сегодня же право имеют еще несколько категорий. Это участники Великой Отечественной войны и те, кто стал инвалидом вследствие военной травмы, а также родители и вдовы военнослужащих, проходивших службу по призыву, погибших или умерших в период прохождения военной службы. Граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», к этому списку еще можно отнести федеральных государственных гражданских служащих, космонавтов и летчиков-испытателей. Более 160 миллионов рублей в этом году выделят из районной казны на ремонт бюджетных учреждений. На внеочередной сессии, которая состоялась 6 марта 2019 года, депутаты утвердили часть дорожной карты. Предпочтение отдавали учреждениям, где выданы предписания различных надзорных органов, например, пожарных или Роспотребнадзора. Поэтому в первую очередь средства получат все 5 школ города Ленска, школы поселков Витим, Нюя, сел Беченча, Чамча и Дорожный, детские сады поселка Пеледуй. Также в списке библиотеки, центры дополнительного образования и детские школы искусств. Так, например, сразу у нескольких учреждений дошкольного и школьного образования появятся пожарные резервуары, где-то проведут ремонт кровель, где-то огородят территории. Второй этап дорожной карты депутаты будут рассматривать в апреле. Там у нас уже будут ремонтные работы глобальные. А здесь у нас сейчас более-менее такие проектно-сметные документации, которые можно сделать. Контрактно управляющие у нас уже в работе, заключаются договора, контракты и аукционы. В школах Якутска появятся урны для раздельного сбора мусора. Сегодня в столице республики стартовал эко-марафон. Первая урна с 3 отсеками появилась в городской классической гимназии. Ее презентовали в торжественной обстановке. Ученики 3 классов стали первыми участниками марафона. Стоит отметить, в школе уже не первый год пропагандируют обращение с отходами. Ученики собирают бумагу, аккумуляторы, пластик и сдают в утилизацию, а также переработку. В общей сложности к акции планируют присоединиться 14 школ Якутска. Экологическому воспитанию уделяется большое внимание в нашей гимназии. И для наших учеников и раздельный сбор мусора, и бережное отношение к природе – это уже не просто слова, а это становится частью и нормой их жизни. Поэтому такая акция была с интересом встречена и учениками, и учителями. И я думаю, что она очень важна, и это не будет просто акцией, а это станет нормой жизни не только для наших учеников, но и для всех жителей города Якутска. Сегодня, 22 марта, отмечают Всемирный день воды. В честь этого ежегодно на озере Сайсары проводят аэрацию. Акция проходит в рамках 5-го республиканского большого географического фестиваля. Главная цель аэрации – выпустить из-под льда скопившийся за зиму сероводород и насытить глубинный слой воды кислородом, чтобы обитатели озера, а это прежде всего рыбы, могли свободно дышать. Мероприятие проходит в форме соревнования. В качестве бурильщиков в этом году школьники Мегино-Алданской и Кобяйской районов и студенты ЕГСХ. Их разделили на 3 команды по 5 человек. Победителям торжественно вручили учебные материалы по природоведению и походные снаряжения. Бурить оказалось очень сложно, потому что нужно держать прямо лун, бур, крутить медленнее и вытаскивать чаще. Если не вытаскивать чаще, то лед застревает в лунке, поэтому крутить сложно будет. Я сделал 2 лунки, и мне это показалось, что это так.
Путь к дому – рука помощи тем, кто сбился с пути и ведет асоциальный образ жизни. Сегодня в Якутске стартовала бесплатная акция. Ее цель – помочь гражданам, которые попали в трудную жизненную ситуацию, не имеют постоянного места жительства и работы. О том, как проходит акция и много ли тех, кто нуждается в помощи специалистов, расскажет Александр Зубехин. Акция предназначена для людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, или для лиц, которые освободились из мест лишения свободы. Здесь, напротив крытого рынка, они имеют возможность получить адресную помощь для того, чтобы вернуться к нормальной жизни. На данный момент уже обратилось более 20 человек. Эти люди могут получить здесь горячее питание, но прежде они проходят медицинское обследование. За более подробной информацией о том, какие услуги здесь могут получить нуждающиеся, мы обратились к уполномоченному по правам человека в Республике Саха-Якутия. Сегодня граждане, которые к нам обратились, часть из них имеют жилое помещение, но вместе с тем, услышав информацию об этой акции, пришли за юридической консультацией, пришли по вопросам оказания помощи в восстановлении документов. Гражданин проходит флюорографическое обследование, и при этом учитываются результаты предыдущих акций. То есть гражданин 2 раза в нарушение не проходит, а те, кто, по-новому, конечно, имеют возможность пройти такое обследование. Также в обязательном порядке предлагается при их согласии проведение анализов на ВИЧ-инфекцию. И также, происходит забор, общий анализ крови. Работает у нас Якутский республиканский наркологический диспансер. Если человеку действительно тяжело, он в определенном состоянии запоя и желает вылечиться, то такая возможность ему обязательно будет оказана. Кроме того, есть паспортисты из управления по вопросам миграции, потому что мы видим, многие из них сейчас проходят анкетирование, и у них многих утеряны документы. Напомним, что акция продолжится весь день и завершится так. Французские хиты разных лет на одной сцене. В Северо-Восточном федеральном университете прошел традиционный фестиваль французской песни. Все подробности у Анастасии Кобызевой. Веселую песню про комара исполнили студенты первого курса медицинского института. К выступлению ребята готовились основательно. Выучили текст, шили костюмы, поставили танец и вуаля, номер готов. Эта песня очень веселая, полностью отличается от всех песен, тем более мы педиатры. То есть мы будущие детские врачи, и поэтому мы хотели что-то такое детское, такое веселое. Нежную песню про любовь Наталья Пенигина исполнила вне конкурса. Она одна из первых победительниц фестиваля. На конкурсе Наталья выступила с той же песней, которую пела 12 лет назад. Это было потрясающее время. Я была в школе тогда, в это время. Тогда училась в Саха-французской школе. И участвовала в конкурсе, победила, да, было очень волнующе, но от сердца, от души, с любовью. Анук Франсуа, ведущая конкурса. Девушка уже почти год учится в СВФУ по обмену. Из Франции она приехала, чтобы изучать северные народы и русский язык. Франсуа приятно удивлена, что в далеком и холодном крае так много знают о ее родине. Очень хорошо видеть, что наша культура, моя культура, французская культура здесь очень большая, и что много людьми, очень интересна наша культура французская. Традиционно конкурс организовывает кафедра французской филологии. Она одна из самых старейших в университете. Кафедре уже более 50 лет. В наше время французский язык – это не только красивый язык, но также это возможность поступить потом, по окончанию университета нашего Северо-Восточного федерального университета, во французские вузы, так, чтобы получить в дальнейшем европейское образование. Конкурс французской песни в главном вузе республики проходит уже в 11-й раз. И каждый раз он собирает любителей одного из самых сложных, но в то же время красивых языков в мире. Анастасия Кобызева, Павел Пахомов, Якутск.
Жить в 14 лет очень непросто. Под таким девизом заявлен спектакль Алданского театра юного зрителя «Под одним дождем», премьера которого пройдет в это воскресенье. Постановка рассказывает о жизни подростков, первая настоящая любовь, первые разочарования, смятение и ожидания сказки. Особенностью спектакля является то, что на всем протяжении дети читают стихи. На генеральной репетиции побывали наши корреспонденты. Под одним зонтом, под одним плащом мы идем с тобой, мы идем вдвоем. Согласитесь, очень лирично и романтично. В такой обстановке сейчас хотел бы оказаться каждый подросток, да и, пожалуй, взрослый, когда первые настоящие чувства накрывают с головой, а мир становится безграничным. Премьеру спектакля «Под одним дождем» Алданского театра юного зрителя ждут в это воскресенье. Пьеса на стихи Елены Липатовой рассказывает о жизни подростков. Когда мы читали эту пьесу, она состоит в основном, то есть там очень мало прозаического текста, в основном стихотворный размер. И он очень сложный размер, неведомый потому что стихи писала девочка-подросток. То есть Елена Липатова писала эти стихи, будучи подростком. То есть поэтому эти стихи легли на душу наших детей, потому что они сами подростки. Они все испытывают это то же самое. Спектакль, который практически полностью выстроен на рифме, играть непросто, особенно школьникам. Досужее мнение, что сегодня дети не умеют читать стихи, опровергают сами подростки. Да, стихи нужно читать с выражением, но вот только с каким? В школах часто, когда по литературе задают стихотворения, их читают без выражения, хотя учителя пытаются приучить детей читать как нужно. А ты думаешь, надо читать с выражением? Да, конечно. Нужно читать так, как их чувствуешь. Играть самих себя было просто, говорят молодые актеры, но жизнь в основном проза, а проживать ее, находясь в поэзии, это хороший опыт. Если вот смотреть более взрослым люди, то они могут вспоминать о своем прошлом, о молодости своей. Если смотреть детям, подросткам, то им, может быть, нужно о чем-то задуматься. Фраза есть очень замечательная в спектакле. Я перестану писать стихи, потому что зачем их писать, когда и так все хорошо. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. К этому часу у меня вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. Не переключайтесь.